Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди селися мы, и очисти меня от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Послание Иуды, глава 1. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам, мир и любовь да умножится, возлюбленными. Все усердие писать вам об общем спасении. Я почел за нужно написать вам увещание, подвязаться за веру однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь избранный, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают вечных узах под браком на суд великого дня, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им злодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергших казни огня вечного, поставленных в пример, так точно будут и всем мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненно суда, но сказал: да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, что тем расливают себя, горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами без страха, уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осеняющие деревья, бесплодные дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки, о них пророчествовал Енох. Седьмые от Адама говоря: сие идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последние времена появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни, и к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же, страхом внушаясь даже одежду, которая осквернена плотью, могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славу свою непорочным в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господу нашего, славы, величие, силы, власть, прежде всех веков, ныне и во веки, во все веки. Аминь.